Что много хочет такая молодежь. Много хочет спевать. Наш Папа Левтий, У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіма вами. Дорогие братья и сестры, сегодня, в другую Великодную неделю, мы завершаем наше святкування, урочисте святкування з мертвих повстання Христа. У 2000 году святий Отец Иоанн Павел II обвестил, что именно эта другая Великодная неделя будет так само неделей Божьей милосердия, что связано с объявлением святой Фаустины Крамальской, где Христос попросил, пожадал, как именно эта неделя была святом Божьей милосердия.
Что такое змертвых-повстання, коли не проявление наибольшей милосердности и любови Бога до человека? Сегодня в литургии слова мы почуем про Христа, який приходить до своїх учнів і приносить їм свої дари. Два дара, які вельми важні для сьогоднішнього християнина. Супокой і радість. Супокой і радість, які злучаються в прояві милосердності. Подчас этой Евхаристии я буду молиться за Михала, Кшиштофа и Александра, ка Бог називав їх у щоденному житті і у змаганні з грехом. А на початку в этой Евхаристии я просим Бога за наши слабости и занемания. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкой, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала лише Богу, ангелицю Богу, людям доброї волі. Хвалимся Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебя. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, всемогутный, Пане Сын, Братья народный, Иисус Христе, Пане Боже, ранку Божий, Сині Отця, який ярешся Христу, змилуйся над нами, який ярешся Христу, Приймає наше, як місяць праву Христа, змилуйся над нами. Помилуй святий, помилуй наш слав, помилуй найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, благайся. Молимся. Боже, без солнца милосердный, Ты просто водой святковании великой ночи, оживляешь мир Твоего народа. Просим
Господи, Тебе повеличу на свою ласку, как мы глубей спасти, веришь просто, яким были очищені, молодость духа, яким были одрожені, и коштовность крови, якой были откуплены. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владает в едности Духа Святого, Бог прозу все веки. Читание книги Деяний апостолов. Браты заставались верными учению апостолов и супольности, ломанию хлеба и молитвы. И был страх в кожной души, и шмат судов и знаков учинили апостолов. Усе же верники были разные, и все у них было супольное, и продавали на убыток свой и маневность, и делили помежу сими, кто имел потребу. Что дня были разные у святыни, и ломаючи дома хлеб, и они споживали ежу у радости сердца, у радости и простоте сердца, прославляючи Бога и ломаючи, и маючи прихильность всего народа. А пан щодня залучав до них тих, хто збавлявся. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Славіться Пана, бо навіки милосердна Божа. Славіться Пана, бо навіки милосердна Божа. Нехай скаже Израиль, навеки милосердна Божа. Нехай скаже теперь дом народа, навеки милосердна Божа. Нехай скажет тех, кто боится Пана, навеки милосердна Божа. Хвалите Пана, он навеки милосердна Божа. Моцно штурхнули меня, как упал я, але Пан подтримал меня. Пан сила моя и песня, и Он стал моим избавлением. Голос радости избавления в шатрах праведников, правится Пан отшили суды. Хвалите Пана, он навеки милосердна Божа. Камень, откинутый водовниками, стал головою Бога. Порушению этой дивной вернул в очах наших. Возденьяки Пана женим, будем радоваться им и веселиться. Хвалите Пана, он навеки милосердна Божа. Читание первого послания святого апостола Петра. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який про великую милосердность Своей отрадил нас до живой надеи, про воскресение Иисуса Христа из мертвых, спадшим неизмещаемым, беззаконным и неугадальным, якая захована на небесах для вас, названных усилий Божьих, развернутых избавления, которому явится в вашем часе. В этом радуйтесь. Навіть коли теперь доведется трохи просумовать подчас складных выпробований, как проверенная ваша вера оказалась нашмат коштовнейшей, заклянное золото, якое выпробовывается в нем, на славу и хвалу, и пошану подчас объявления Иисуса Христа.
Хоть вы и не бачили, любите Его, и хоть теперь не бачите Его, верьте в Его. Веселитесь радостью невыказанной и наисполнейшей, достигающим этой веры вашей, избавления души. За это Слово Божие. Дякую Богу. Радостная сцена, ласковая тварь, древних приносят, прославлять дары. Откупиваешь, Христос наш безвинный, поет нам за сон нас, злые враги провины. Убои великим, свежий все сустрела, хоть по дню усёшь, благодарить мира. Откажи, Мария, что бачила в дороге, скажи вы, будет быть в тревоге. К этому анёлы святками там стали, только полотноты повратки нажали. Воскрес уже Христос, Бог моей надежда, местом же споткания будет Галилея. Соправды воскрес я, этот суд правдивый, смерти переможца, Божьей достигнет. Аллилуйя, аллилуйя, тому, что больше не проживал. Счастливы те, кто не бачил, а Читание Святого Евангелия от Иоанна. Збирались души, были замкненные от страха перед юдеями. Пришел Иисус и стал посередине и сказал им: «Спокойно». И сказавши это, показал им руки и бок. Узрадились учни, убачивши Пана. Тогда Иисус снова сказал им: «Спокойно, як послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказавши это, дыхнул и каже: «Приймите Духа Святого. Кому отпустите грехи, там будут отпущены, на ким покинете, на тем застанутся». Томаш, один из 12, называнный Близня, не был с ними, когда пришел Иисус. Іншие учні казали йому: «Ми бачили Пана». Але він сказав їм: «Коли не убачу на руках його рану от цвіков, и не укладу пальца своего в рану от цвіков, и не укладу руки своей в бок его, не поверю». И през 8 днів знову были в доме учни Егоны и Томаш с ними. Хоть двери были замкненные, пришел Иисус, стал посередине и сказал: «Спокойно». Потом каже Томашу: «Дай сюда палец твой и погляди на руки мои. Дай руку твою и уклади в бок мой, и не будь неверующим, а не верующим». Томаш, отказываючи, сказал ему: «Пан мой и Бог мой». Иисус скажет ему: «Ты поверил, Томаш, тому, что убачил меня. Счастливые ты, кто не бачил, а поверил». Шмат інших цудов, про які не написано в этой книзе,
учинил Иисус перед учнем своим. Гэта ж написано, как вы поверили, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, и как верующий вы имели житье в имя Бога. Это слово Як часто ми в нашому житті радуємося? Як часто є радість у нашій життєвості? Я думаю, що доволі часто. Радість за інших людей, за перебування з іншими людьми, радість того, що ми знаходимо звичайні речі, тоді, коли треба. Радість шматликих моментів, магчимостью. А кольки у нас радости за нашу веру? Чего наша вера приносит нам радость? Ті мы радуемся, потому что верим. Ті так є все робить. И это вельми важное питание. Потому что особенно сегодня часами выдается, что Костел живе не радостью, живе спокойно. Живе больше той стороной покуты, навертания, забываючись часами правду радость. Ми маємо часами її такі привід, які на хвилину нас десь тягують наші проблеми. Але потім знову проблема вертається і зникає така радість, її вже немає. И это не соправдная радость. Это только ее тень. И сегодня питание есть про соправдную радость, которая вытекает из твоей веры. А мы что? Не вытекает из твоей веры, а какую дает тебе твоя вера. Поглядите сегодня споведь жива, шмат судов и башни, слухали апостолов, разом молились, разом ломали хлеб, жили у радости, простоте сердца и прославляли Бога, маючи прихильність усього народу. А Пан щодня долучав до них тих, хто збавився. Перша сповідь, яка живе радостю. Радостю, якою дає эта сповідь віра. Тому що вона знаходиться в тебе. Ось гэтым же і сповідь. А чим живе наша сповідь сьогодні? Перша коронавірус. Это дуже весь світ сьогодні. Якою радістю живе наша сповідь? Подивіться, як ми святкуємо, наприклад, свято. Неділя, урочистості. Чи це просто звичайний для нас день? Чи це щось більше? Ці неділя для мене, наприклад, з'являється особливим днем, коли я радуюсь, тому що є Бог. Я сегодня, приготовившись до этого проповеди, показания, поглядел запись такой на одного нашего брата, який сказав вельми класну речь. Залічився одним словом, він каже, прочитавши Євангеліє, він каже, що сьогоднішнє Євангеліє для мене відкрило таку вельми чудову речь. Я могу радоваться с того, что я спал. Я могу радоваться с того, что я нахожусь в костеле. Что в моем житии есть костел, есть вера, что в моем житии есть Бог, я в его присутствии, в моей милосердности. И я могу просто за это радоваться. Мы этого не бажаем. Мы найчастей не затримуемся над этим, потому что мы привыкли. Мы привыкли до костела, мы привыкли до обставинов, можно привыкнуть до всего, до святоров, до того, что кажут. Можно привыкнуть до того, як молятся, что робят. До всего можно привыкнуть. И это привычка, это привыкание
І воно забіває так сапраўды гэтую асаблівасць. А менавіта асаблівасць прыносіць нам радасць, незвычайнасць. Адкуль першыя супольнасці бралі гэтую радасць? Сёння мы у Евангеліі чуем менавіта момант, калі супольнасць сустракаецца з Христом. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы былі замкнёныя, прыходзіць Христос. І пасля пачаўся нядзеля, а ў першых веках так называўся першы дзень тыдня. Момант, калі Бог прыходзіць у супольнасць. Момант, калі Бог становіцца пасярод супольнасці. Супольнасці сабраны, з'яднаны разам. Точнее, есть у нас радость, что в этот день, тут, в этой супольности, поміж нами приходит Папа. Теперь смотрите, что тут я могу смотреть Бога. Попытаться. То, что приносит Иисус в учню, первое, что приносит, супокой. Супокой. І не просто супокой, який приносить Христос. Супокой, який має у собі щось більше, ніж просто непереживання. Супокой, який приносить тобі упевненість у тим, що у твоєму житті все є добре. У твоєму житті є присутній Бог. А Він вирішить усе. Гэта супокой, який може принести тільки Христос. І його Він приносить. У перший день тижня Бог становиться і приносить цей супокой. Наступна річ, яку приносить Христос, це Дух Святий. Христос, як каже Євангелія, дихнув на ним і каже: прийміть Духа Святого. Этот момент, он вельми важный, и мне так выдается, можно его отнести до того моменту книги Бытия, коли Бог дає Духа Святого Адаму, коли він почне жити. Як перше створення, як Адам, який був створений від Духа Святого, для того бути у супольності Бога, з Богом, страсть його. Так само у перший день тижня Христос приходить до супольності і каже: «Возьмите Духа Святого». І знову вдихає этого Духа Святого, але зовсім інше. Духа Святого, який має не тільки дати тобі життя. Духа Святого, який має дати життя так само іншим. Дати життя про милосердність, про пробачення. Нема больше радости в жизни человека за тую, коли он почує, что ему пробачено. Что беззаконие, якое зробив, что грех, який, неважно по якій вині учинив, ему пробачено. Это момент, який приносить справді спокою в серце. Сьогоднішнє послання святого апостола Петра, послання до супольності собрання ім'я Бога. І воно просто чудовно відповідає сьогоднішньому дню, сьогоднішній речовісності, сьогоднішній ситуації у світі. Святий апостол Петр каже християнам супольності, він просто обвящение катехезу обвящение збавления. Вы не просто все кажете. Вы были про милосердность Божию откупленные, выбавленные. Вы маете спадщину незнищальную, беззаладную никогда. Вы маете штости у своем житті, что вам дал Бог, и это штости
вас ніхто не може забрати. І після він каже, вийміться добре слово. Ось гэтаму менавіта радуйтесь. Радуйтесь тому, что вы маете у Бога. Радуйтесь тому, что Бог вам дал. Радуйтесь этому, нават калі цяпер вы павінны трохі пасумаваць падчас розгляду выпрабавання. Бо гэта дадзена вам для того, каб праявілася ваша вера. Вера моцная. Вельмі лёгка, можна сказаць, доступна і нескладана верыць, калі ты можаш свабодна прыхадзіць, вызнаваць сваю веру, быць у супольнасці. Зусім інакш трэба верыць, калі ты не можаш свабодна прыйсці в касцёл, прыйсці да Хрыста. Дзеля таго, каб мы пачалі трошку сумаваць. Дзеля таго, каб мы пачалі трошку інакш глядзець на Хрыста і на сваю прысутнасць у касцёле. Дзеля таго, каб мы сапраўды пачалі сумаваць за гэтай радасцю, якую і нам прыносіў, а якую мы часамі не заўважаем, якую не бачым, таму што гэта была прызвычаенне. Хоць вы не бачылі, любіце яго, і хоць цяпер не бачыце яго, верыце ў яго. Да, падчас, асабліва сёння, вельмі шматлікія людзі выстаўлены на выпрабаванні іх веры. Таму што не могуць быць блізка, не могуць прыходзіць у касцёл так, як заўжды прыходзілі. Не могуць быць у супольнасці, не могуць быць у еднасці з іншымі. Але гэта выпрабаванне, якое дадзена нам дзеля таго, каб мацней верыць. Дзеля таго, каб яшчэ мацней, больш упэўненей єднацца з Христом. І гэта ўсё дадзена нам дзеля нашага збавлення. Верьте і радуйцеся менавіта гэтай веры. Радуйцеся не таму, што атрымалі, а таму, што маеце ў сваім жыцці. То, што можаце атрымаць, калі сапраўды надзея будзе ў вашых сэрцах. Так што радуйся. Радуйся сапраўды, бо нават калі ты не заўважаеш, так як сюды там маеш. Нават калі ты не бачыш гэта, і можа часамі фізычна не можаш дакрануцца, Бог і так прыходзіць да цябе, прыходзіць у твоё жыццё, прыходзіць у гэты першы дзень тыдня, становіцца і кажа: дакрануся. Адчуй праз маё цела, праз маё слова, праз маю кроў. Адчуй, што я тут. Не будь неверуючым, але веруй. А теперь повстань и вызнай нашу веру. Верую в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного, Бога соправдного, народженного, нестворного, одиносудного Отцу, праз якого все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого в Деве Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале
судить живых и померов, и обладать не будет конца. Веру в Духа Святого, Слава Животворцу, некие за Отца и Сына походить, и образом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, я и промовлял раскоротко. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и черпаю воскрешение по веру и життя вечного в будущем свете. Дорогие братья и сестры, наполненные радостью во урочистость у воскресения Христа, молим Бога, який вислухав молитви і просьби своего милованого Сына, как прихильно принял и наши покорные просьбы. Молимся за святый костел, как он обещал людям радостную правду об воскресении Христа. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за святоров, как они свидетели о воскресном Христе. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, которые занимают высокие посады в нашей державе, как их рождение сприяли добробыту и духовному развитию нашего народа. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тех, кого Дух Святый одарил своими выключными дарами, как своим служением и они захватывали еще больше людей до веры в Христа. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, которые стратили надежду, как у воскресный Христос одарил их особливой лаской. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за Михаила, Кшиштофа и Александра, как Пан Бог умацовывал их в штоденном житті и в змаганні с грехом. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы в штоденном житті з віри черпали сили для життя в узгоді і любові. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Ласкава Божа, Ти віриш, як шмат у чоловічому житті клопотов і терпіння. Выслухай просьбы тих, хто звертається до Тебе з молитвою, і здійсни жадання усіх, хто на Тебе сподівається. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу отряду принял Бог, Отец Бесславный. Нехай Пан Бог прийме отряду Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Христу Святому. Милостивойше прими дары Твоего народа, учеников усеянно просвознание веры и прост,
отримав новое життя, досягнули вечного щастя, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. О серце, подякуєм Пану Богу нашому. Благодаря и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавлено. Как мы тебе, Пане, завсюди славим, а особливо в этот день больше Рождества обвещали Твою хвалу. Кай Христос быва хверованы, як нашая Пасха. Боjąca правное ягнё, Ён взял грехи света, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам життя, про свое с мертвых повстание. Тому, как купленное человечество во всем свете, радуется воскресению Христа, а более его разом со всеми святыми, спевай им хвалы, неоспинно воскликаючи. Святый, 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 от Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, благословляя, добрый Отец Тебя, Соправди Боже, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бог проси Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа. Действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неоспинно сбираешь народ свой, кого до сходу солнца и до заходу, складом имени день с мертвых Пана нашего Иисуса Христа. Раз Его покорному цветам. Освяти мощью Духа Твоего в этой дары, який мы принесли Тебе на хлеб, как стали сены, телом и кровью Сына Твоего нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказал здесь снять эту темницу. Бо он Твою ножку любил выдать, взял хлеб, и возьмет Тебе складающий благословил, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: берите и ешьте, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином поешь и подяку Тебе складающий благословил и подал своим ученикам, кажучи: берите и пейте с Его все, бо это есть килих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, деле отпущения грехов. Это чините на мою память.
Велика таємниця віри, обещаем сердцем Агнецу, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего Христа Твоего. Пане, вспоминаючи збавши муку Твоєго Сина, а так само Його чудовне воскресіння в небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую и святую вяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як Ты пожадал бы милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ты сам уже есть насыщен даром Твоим, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицы Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Франтишком и усими святыми, прозаступництва яких мы спознаемся на Твою неоставленную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай гэтая вера нашего поєднання принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкавым насывать у веры и любови костел Твой, який прямой на земле. Со слугой Твоим папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто власне Твоє дошел с гэтого свету, милостиво прими в владарство Твое, где и мы стараемся быть, как разом с ними завсегда радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого одоруешь свет, усяляй добро. Праз Христа, Христе, Тобі Божойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и не изъявляемся, того осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди во хлеба нашего Господа, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого беспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти избавца нашего Иисуса Христа. Богу Твоего благодарства и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не изважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей, подарите Ему супокой и милость, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пан, нехай завсюду будет с Вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословленные, покликанные на вечер Его. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Дай руку Твою и уклади у Бога, и не будь неверующим, а неверующим. Аминь. Совокупляемся. Тело Его Христа. Тело 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 Христа.
Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, учеников приняты нами пасхальные сакрамы, за всего людей с ним в наших душах, раз Христа Бога нашего. Дякую парафіянам за супольне святкування Пасхи, як тим, хто був в костьолі, так і тим, хто злучався і злучається з нами онлайн. Дякую всім за підготовку до свята, дякую за керування на утренній декор костьола, за клопот, за прибирання каплиці, за стірку костьольної білизни, за супольне добро, яке робиться на користь нам, парафіянам сьогодні. Віншуємо всіх наших братів, сестер, православних зі святом Пасхи. Віншуйте так само своїх близьких, які сьогодні святкують це свято. На початку цього тижня, а початку понеділка, свята Імша у 19:00. У п'ятницю 24 красовика у скам'яні святого Фіделя Сігмаринського, презбітера і мужника. У суботу, 25 красовика, свято святого Яна, святого Марка і Євангелиста. У сувязі з пандемією коронавіруса запрошуємо до осторожності, носити маски і без потреби не виходити на вулицю. У наступную неделю будем збирати ахвярование на боротьбу з пандемією для допомоги медикам. Просим підтримати цю ініціативу. Перед выходом з костьола буде скарбонка, а так само ахвярование можно здійснити про систему АВИ и банковский рахунок. Это будет добрый знак глушности с лекарями и теми, кто змагається за кожне життя. І тут дозвольте, я прочитаю вам зворот конференции католических епископов Беларуси до святоров консекрованных особ и верников. Поуженные святоры, консекрованные особы, дорогие браты и сестры у Христе. У гэтых дней Костел святкує Пасху, перемогу Иисуса Христа на смерть. Але святкування сьогодні не такое, як звичайно, оно зброшено подіями, зв'язаними з всесвітньою пандемією. Ми бачимо, як мало людей на вулицях і у святинях, і не вимушені залишатися вдома на самоізоляції, клопотячися про свою і інших гостей. Сотні тисяч людей по всьому світі знаходяться в лікарнях, де за їх життя змагаються медики, віддані, але часто бездопоможні перед тваром безрідісних хвороб. Уже больше 300 з них на Беларуси заражены коронавирусом. Папа Францишек, вспоминающий святоров и медиков, что сгинули в жесткой борьбе с коронавирусом, назвал их святыми с соседними дворами. Изолированный у шпитальной палате человек может звернуться только до Бога и до лекаря. Медики – стиплые герои нашей жизни. Сегодня складная ситуация с эпидемией на Беларуси. Колькость хворых увеличивается, растет нагрузка на специалистов. Уже 25 тысяч медиков ратуют наших родных и близких, знакомых и незнакомых от страшных хвороб у лекарств. Каждый день мы бачим звороты у СМИ и социальных сетках о сборе необходимых сроков для сопрацовников установ охоты здоровья. Потребны бахилы, маски, специальные одеяния, горячие обеды и навык мышления. Костел выказывает свою вдячность медикам и молится за них, але в этом часе можно стать не только духовной подтримкой. Свято Божьей милосердности – это свято, якое пожадало устаревать сам Христос, отдавший свое життя за нас. Проявление Божьей милосердности стало отказом надеи и подтримкой для людей, яких у 20 столетии выбыло шмат бедствов и переследов, и геноцид розных узроўняў, две сусветныя войны и тоталитарные режимы. Это свято передает нам надею и сутешение. Святкування Божьей милосердности – час проявить хлопот об своей души, час молитвы и добрых учинков. Тому запрошую вас, побожанные святые, консекрованные особы, дорогие браты и сестры у Христе, оказать посильную допомогу тем, кто сегодня
на передовой борьбы с эпидемией, нашим лекарям и медицинским сестрам. Пропонуем у третью великодную неделю организовать добровольный сбор обмирования, делено лице необходимым установам охоты здоровья, обстреливания и медицинских выроков. Заречение собрали срок належить здійснить на спеціально открытый для этого рахунок Карітас Білорусі. Оказати допомогу може кожен, хто жадає долучитися до акції «Свята консекрованная особа в світський мир». Просим пробующего, увеличивающую теперешнюю ситуацию изоляции, донести этот коммуникат для як мога большей кількості верників, використовуючи медіальні сроки. Нехай це буде виразом нашого клопоту і відказності за кожне життя. Сроки, собрані в парафіях, нехай перелічують відказність за це особи після акумуляції матеріальної допомоги конференції католицьких єпископів на Білорусі призначить її на мети забезпечення необхідними речами найбільш потребуючих установ охорони нашої країни. Нехай Бог стереже вас і ваших близьких. Минск 15 красовика 2020 года, католицкий епископ Беларуси. Это объявлено так само есть на дошце объявлено, але некто жадає, там есть так само дадзені реквізити для керування про АРІ, або непосредственно на рахунок. Так само там есть телефон, по якому можна отримати всю додаткову інформацію. Запрошуємо вас в цьому тяжкому стані допомогши лекарам, допомогши медикам, так само розвити матеріальну частку, тому що справді потребують від допомоги. На празднику Всеволодині, а прошу понеділка, Святая Міша буде в 19, трансляції Святої Міші на YouTube, на нашому каналі ми будемо протягувати і запрошуємо долучатися. На этом 3 дні нашу святыню вибирають парафіяни з вулиці Ложинська, Уружська і Шапарянська. Запрошуємо на побачити наші парафіяни храмі літературу, релігійне речення. Усі сродки набиті з проданих речей пойдуть на будову нашої святині. В нашей парафии может заключить сакраментальный шлюбный союз Евген Горукович и Наталья Горукович. Поведомление третье. Коли некто, ведая про перешкоды пробіж гэтымі людьми, обовязаны поведать пробіж. На третьем святковании праці обовязково примите Божие благословение. Пан з вами. Схилите голову на благословение. У сьогоднішню пасхальну урочистість нехай благословить вас усемогутний Бог і милостиво заховає вас від греховних спокусов. Амен. Бог, який просил воскресения своего единородного Сына, одради вас до вечного життя, нехай наповнить вас духовними дарами. Бог, який посвятил муки Павла, наполнил вас великодной радостью, нехай да поможет вам найти до радости вечной. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокойник Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякую Богу, аллилуйя, аллилуйя.
Твоей.